Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку и за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какое счастье войдет в вашу жизнь? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое счастье войдет в мою жизнь? Можете даже время загадать, но не загадывайте слишком близкий и слишком отдаленный срок. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какое такое счастье войдет в вашу жизнь. Слушайте, ну тут приобретение, получение приобретения. Здесь материальная сфера отыграется в первую очередь. Дважды ваша мечта, ваше желание в материальной сфере, именно в материальной, с деньгами связано, обязательно исполнится. Ну, начну по порядку, снизу вверх буду идти. Во-первых, по сегодняшнему дню я вижу, что передо мной человек отчаявшийся. Человек, который уже практически потерял всю надежду на то, что жизнь будет меняться, на то, что в этой жизни хоть какая-то радость вам придет, достанется, либо вы сможете получить. Кажется, что вы вообще живете как будто бы отгородились от всего и от вся. Вот люди вокруг вас живут какой-то полноценной, веселой жизнью, активной жизнью, а у вас этого нет. Здесь либо виновато, например, ваше материальное положение, либо так складываются обстоятельства, что у вас просто, ну, извините, закрыли дома в 4 стенах, и вам выйти оттуда никак. У кого-то эта ситуация случайная, у кого-то это специальная, ну, я имею в виду, да, человек просто попал в достаточно жесткие рамки, когда там из-за болезней, либо из-за какой-то ситуации вынужден сидеть дома, либо человек там не желает, например, ну, как-то подвергать себя опасности и должен сидеть дома, либо погода плохая. То есть у каждого будет своя ситуация. Я вижу, что вы как будто бы жизнь мимо, да, в окно наблюдаете. И от этого вам очень грустно. У вас для полноценной активной жизни есть все, абсолютно все. Только протяни руку. Но опять же таки, да, из-за того, что ситуация складывается таким образом, очень сложно вам вот преодолеть этот порог, да. Либо это фактически, либо это условно, да, порог своего дома очень трудно преодолеть и поменять свою жизнь. Но я вижу, что изменения будут, и причем вас будут, ну, из дома вытаскивать, за руки, за ноги вас будут высшие силы именно вытаскивать. Здесь вам на вашу долю, на вашу судьбу выпадет 2 очень серьезных испытания и одно соблазнительное предложение. Смотрите, соблазнительное предложение – это искушение, соблазн, желание поддаться на что-то такое заманчивое, привлекательное, легкое, то есть обещание избавления от всех проблем и бед. Вы идете на этот шаг и понимаете, что еще больше проблем себе в жизни нажили. То есть на то оно искушение, оно не будет для вас хорошим и полезным. Либо появится человек в вашей жизни, который будет вас искушать и говорить, ну зачем тебе там проблемный муж, да, либо проблемные какие-то отношения, если есть я тебя там осыплю бриллиантами, озолочу, давай будь моей. Либо вы встречаете человека, который вам говорит, что вот у тебя есть там, например, квартира, которую ты даешь в рент, например, я условно говорю, да, ты получаешь очень мало денег, вот ты можешь там вложиться в какую-нибудь там пирамиду, либо в какое-то сообщество и заработать там сверхприбыль, да, там огромное количество процентов. То есть идет вот прям нездоровый соблазн, когда, ну, это все чувствуется, фальшь чувствуется, но человек обманываться рад, да, хочется, чтобы кто-то, да, избавил его от проблем, от каких-то вот дел, вопросов, дилемм, на кого-то переложить ответственность. Вот у вас такой соблазн идет, но я вижу, что вы устоите. Да, может быть, кто-нибудь ну, где-то искуситься, но в нужный момент вы возьмете себя в руки и откажетесь от этого искушения. Дальше. 2 очень серьезных дела, 2 проблемы. Во-первых, одна ваша
ваша, вот вы как ее берете, говорите, это мое. Это может действительно касаться вас, а может быть касаться кого-то человека, вашего близкого, но которого вы воспринимаете как часть себя. И второе дело – это чужое дело. Чужое абсолютно, которое вы тоже будете решать. Знаете, я вижу, что вы ради себя любимой, либо себя любимого, вы ничего активно делать не будете. И высшие силы это знают, они понимают. Поэтому они будут действовать через ваше окружение, через ваших, может быть, близких, знакомых, друзей, приятелей, родственников. То есть там будут случаться, например, какие-то дела и проблемы, а вы, как человек с высокой социальной ответственностью, будете браться за то, чтобы эти все проблемы, дела решить, уладить. И таким образом вы начнете выходить, вы начнете не бояться этого порога, ну, условного порога, да, вы будете его переступать. У кого-то отыграется какой-то очень серьезной поездкой дальней, поездка с большими надеждами. Вот вы едете с большой надеждой, что кто-то вам поможет, решит, там, сделает. А по факту получится, что вам придется и делать, и решать, и, ну, я не знаю, там, консультировать, то есть быть и учеником, и учителем. То есть все это ваше. Вы в этой каше будете вариться, пока вы ее не сварите. Причем вы, например, из топора должны сварить, не знаю, какое-нибудь изысканное блюдо. Вот такая идет ситуация. И вы это сделаете. И даже если сейчас вы стоите на берегу, и вам кажется, что вам не переплыть эту реку, вы ошибаетесь. Все в ваших руках, у вас все получится. Поэтому, мои дорогие, я вижу, что судьба будет вести. Мало того, тут еще люди к вам идут. Видите, вот два человека с левой стороны. Это люди, которые нуждаются. Здесь еще и с правой люди, которые вам помогают. То есть у вас как и те, кто вас нуждается, и те, кто вам помогает. Здесь у вас две женщины и один больной мужчина. Либо мужчина болен, либо мужчина проблематичный, либо мужчина с какими-то, может быть, даже зависимостями, которые могут отыграться как болезнь. Мужчина, кстати, может и банкротом быть, и ну, что угодно. Да? Вот человек с какой-то ущербностью. Физическое ли это, душевное ли это. Но вот у него что-то не так. То есть очень худой человек. Худые люди – это всегда люди, ну, с плохой энергетикой, да, нездоровой энергетикой. Две женщины, ну, одна, я так понимаю, ваша какая-то близкая родственница, которой вы просто обязаны. Вот эту женщину, ее проблему вы возьмете как свою. То есть вы будете решать ее проблему, но скажете, это мое. Ну, а вторая женщина, это, скорее всего, уже как какой-то деловой вопрос, рабочий вопрос. Это может быть, не знаю, адвокат, судья. Это может быть там, человек, с которым вы будете судиться, кто вас, например, мог там подставить, как-то вас под какую-то лавочку подвести. Да? То есть человек, который где-то ошибся, либо какую-то сделал, может быть, криминальную вещь, либо какую-то абсурдную вещь. А вы теперь из-за этого человека вы будете разгребать, да, вы будете переживать, вы будете мучиться, вы будете пытаться решить это дело. Эти трое, они обязательные. Они, хотите и не хотите, но они в вашей жизни очень важную роль сыграют. Это те, кто будут вас мотивировать и стимулировать на то, чтобы вы были активны. Дальше, с другой стороны, у вас еще 4 человека. Здесь раза 3-4. Здесь 4 человека. Причем есть два очень высоких человека. Эти двое, они высокого статуса, высокого положения. Они выше, чем вы, постарше, чем вы. Либо действительно люди, обладающие властью, деньгами. Эти двое, они будут вам помогать, но на каких-то своих условиях. Я не могу сказать, что они вас там обманут и как-то используют. Нет, они вам помогают, но там будут условия. Условия определенные, которые вам придется принимать. Дальше у вас идет, опять же таки, женщина, но это уже женщина к вам добра. Это может быть ваша мама, ваша сестра, ваша дочь, ваша подруга. Женщина, которая пытается вам помочь. То есть она вам помогает, может быть, не материально, но душевно, да, словами помогает. Она готова разделить с вами ваши переживания, вашу боль. И она действительно тот человек, которому вы можете преклонить голову, и с кем вы можете посоветоваться и поговорить. Словно как мать ребенка она вас защищает. Кстати, еще отыграется, что есть ребенок, детская душа. Это душа либо вашего ребенка, который, маленький, да, который за вас переживает, либо это душа в роду, да, был ребенок, который, такой ангелочек, да, который вот периодически там проявляется и помогает своим
своим предкам, скажем так. В любом случае, это очень хорошая положительная энергия. Это энергия маленького чуда. То есть в самый сложный момент, в самую темную ночь вы должны подумать именно об этой маленькой душе и попросить ее о помощи. И я вас уверяю, случится чудо. Пусть оно будет даже маленькое, но вам это поможет, вас это вдохновит, и вам это даст и энергию, и удачу, и возможность. Вот всегда об этом помните. Ну и теперь подходим к самому главному. Два главных рисунка, абсолютно идентичные. Вот если вы посмотрите, этот рисунок, фрагмент, видите, человек в руках держит каплю. И здесь тоже человек в руках держит каплю. Ну, я уже говорила, у меня уже был такой знак капли. Капля в турецком гадании, именно в классике, считается очень хорошим знаком. Капля – это получение, исполнение. Капля – это вода. Вода – это у нас и любовь, и деньги, и призы, и подарки, и участие, и здоровье хорошее. То есть все, что связано с позитивом, с улыбкой, с радостью, с исполнением – это все вода. Вот такая вот капля. Вот она у вас здесь, и здесь она тоже у вас есть. То есть дважды вы будете отмечены большим даром, большой наградой, и дважды исполнится, скажем, ваша мечта, либо ваше желание, либо ваш какой-то порыв, да, внутренний будет приветственно встречен высшими силами, и он исполнится. То есть в любом случае дважды вы можете в своей жизни рассчитывать, что дважды вам крупно повезет, либо две очень крупные мечты ваши большие исполнятся, два ваших желания. Да, может быть, это и мало на всю жизнь, но поверьте, есть люди, у которых жуткая карма, которая над ними висит, давит, и эти люди, они не то чтобы лишены исполнения, они вообще, в принципе, лишены даже какой-то свободы. Подумайте о тех людях, которые приходят в этот мир с инвалидностью, либо о тех, кому дана очень короткая жизнь, да, прям такая коротенькая. Подумайте о них и помните, что два – это не так уж и мало. И две огромные прекрасные мечты, либо два исполнения – это особенный дар. Не каждому это дается, и не каждый может это заслужить. У вас идут именно два. Чего они будут касаться, вы уж сами для себя определите, в чем ваша мечта, в чем ваше желание. Но вы должны понимать, что они исполнятся. Причем они исполняются всегда при помощи вот этих вот созданий. Это ангелы. Ангелы, которые прилетают к вам на помощь и которые, вот видите, сверху вам эту воду выливают. То есть при помощи ваших ангелов, при помощи ваших ангелов-хранителей, защитников у вас осуществляются эти мечты и эти желания. Мои милые, песок очень хороший, песок очень к вам добрый вышел. Единственное, да, что у вас путь к этому исполнению немножечко как затягивается, и он, отложенный получается, да. Но опять же таки, все зависит от вас. Вы как-то закрылись в своем маленьком мирке, вы в нем живете, вы чувствуете себя комфортно. Это могло сложиться исторически, это могло сложиться под разными углами и по разным причинам, но тем не менее вас будут выталкивать. Для начала вас вытолкнут из этих ваших тепличных условий, и потом уже вам будут давать. Почему так происходит? Да потому что вы сейчас просто не физически, не морально не готовы к исполнению. Да, вам хочется, да, вы нуждаетесь, но по сути вы не готовы. И вы можете просто испугаться того, что вам выпадет, да, того, что на вашу головушку упадет. Будь то хорошее, будь то плохое. Вот страх может быть. Поэтому вам нужно немножечко себя закалить, да, нужно пройти какой-то курс терапии, не знаю, тренировок, закалки. Вы должны стать посильнее. Причем сильнее не только физически, но и душевно, да, духовная сила должна у вас появиться. И тогда все исполнится. Я вам на все про все даю срок где-то конец этого года, начало нового года, когда у вас жизнь начнет выравниваться и идти в новом направлении, на новой высоте. Так что, мои милые, берегите себя, заботьтесь о себе и ничего не бойтесь. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.